Проблема общественного транспорта всегда на виду. Картину лучше всего обрисовывают остановки, где пассажиры много времени теряют на ожидание. Именно с такими обращениями жители республики и обратились к главе региона во время прямой линии. Азу Сагову из Назрани волновала нехватка маршруток в городе. Хотелось бы попросить добавить маршруты внутри города Назрань, внутри города Магаса. При перемещении, допустим, в больницу, другие, допустим, места, да, для пенсионеров, для людей, у которых нет личного транспорта, бывают ситуации, что невозможно добраться. Решения по некоторым вопросам уже приняты, как сообщили в Министерстве автодорог и транспорта. С прошлой недели в Назрани запущены 2 новых автобусных маршрута. 12-й, курсирующий от фабрики до федеральной трассы через улицу Гайрбек-Хаджи, и 13-й – это 5 единиц транспорта. 13-й маршрут у нас полностью охватывает медицинские учреждения. Они ездят, начальный пункт маршрута – это центр КАМАЗ, через наши больничные медицинские учреждения едет на центральный рынок. А вот 105-й маршрут, связывающий 105-й массив с центром города, работает больше полугода и уже успел заслужить положительные отзывы горожан. А до этого были частники, которые работали не постоянно, это было очень неудобно. С тех пор, как появился автобус, это было прям необходимо для всех жителей, потому что можно вот по маршруту, который нам поставили, выходить время, чтобы часами не ждать, стоять, гадать, будет ли сегодня транспорт или нет. Маршрут стабильно лил. Исходя из этого, нормально хаджи шоушулиши хана хавар давахар шейцатсы бармубина балавахар дежавахар чуанако алямачо ювахтя стабильно дигда. Кстати, для развития маршрутной сети в государственном автономном учреждении «Ингуштранспорт» активно приглашают на работу водителей с категорией прав «Д». По словам руководства, машин для новых рейсов достаточно, зарплаты выплачиваются своевременно, все социальные льготы строго соблюдаются. Нехватка водительского состава, утечка кадров у нас, водителей не хватает, автобусы у нас имеются. В настоящее время зарплата выплачиваются в полном объеме, запасные части тоже приобретаются. С транспортом в столице республики вопрос в целом решен, уверяет Минавтодор. Рейсы здесь регулярные. Из Магаса в Назрань интервал в 5 минут, внутри Магаса 15 из-за меньшего количества единиц транспорта. В локации города Магас существует 2 муниципальных маршрута. Это 1М, 2М. Который у нас обслуживает перевозчик Паланкоев-Батыр. Это у нас ООО «Три семерки». Кроме этого, подвоз жителей республики в локации города Магас осуществляется маршрутами 149-м, это ООО «Три семерки», 121-й, 122-й, это Назрань у нас город Магас. Но локальные сложности все-таки есть. Водители маршруток жалуются на отсутствие специальной стоянки, из-за чего они вынуждены собираться у остановки Дзурзуки, создавая неудобства. Еще одна просьба – обустроить остановочные павильоны в местах, где пассажиры регулярно просят об остановке, но формально ее нет. 149 маршрут, улица Базуркина, остановки Астра. Нету карманчика. Чехкиева. Основной поток выходит возле оптовика. Там пешеход. Нету карманчика. Это нарушение. Приходится там где-то там высадить за 300 метров. И самое главное, у нас в Магасе нет автостанции. 40 машин, если маршрут олелыш. Приходится на здание аутия машина. Оттуда халиех. Каждый машин арвел, машин халиех. И узнах шорта. Еще одно обращение поступило от Заремы Индиевой. Во время прямой линии женщина спросила о рейсе Назрань-Дачная Куртат, который должен ходить в 12 дня, но либо опаздывает, либо не приезжает вовсе. Поручение главы республики о наведении порядка на этом маршруте было исполнено незамедлительно. Министр автодорог и транспорта Батыр Хаматханов лично провел проверку. Водитель действительно систематически отклонялся от графика. Принятое решение было жестким, но справедливым. Недобросовестного водителя уволили. Неоднократно выезжали на данное место, в данное село, разговаривали с заявительницей автобус.
приняли меры по замене водителя и автобус в данное время систематически, согласно расписанию, осуществляет свое движение. Как мы видим, обратная связь от жителей и последующая реакция властей позволяют в кратчайшие сроки решать наболевшие вопросы. Контроль за работой транспорта будет продолжен. Хадиджа Ивлоева, Хасан Ивлоев, Магаз 24.